Грандиозное событие. В Нерюнгринском районе запустили обогатительную фабрику «Денисовская». Важнейший аспект каждого предприятия. 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Отточенность в каждом движении. Якутские артисты балета проходят аттестацию под руководством балетмейстера Марихи Райвата. В эфире новости. Мы продолжаем знакомить вас с информацией и событиями. В студии работает Андрей Погорелов. 20 лет колонии строгого режима получил убийца собственного отца. Алданский суд установил, что в июле прошлого года компания выехала на охоту. После выпитого алкоголя произошла ссора, и мужчина застрелил отца и двоих приятелей. Все погибли на месте. Убийце окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 30 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил. К другим темам. В Нерюнгринском районе запустили обогатительную фабрику «Денисовскую», принадлежащую якорному резиденту ТОР «Южная Якутия» угледобывающей компании «Колмар». Предприятие по производству коксующихся углей было построено всего за 10,5 месяцев и уже сегодня даст первый концентрат. По словам генерального директора Артема Левина, также начата реализация проекта по строительству шахты «Восточно-Денисовская». Все оборудование уже приобретено. Шахта будет загружена в полном объеме к 4-му кварталу этого года. Отметим, что к концу года Денисовская фабрика будет выгружать 6 миллионов тонн угля. Поставки коксующегося угля планируется осуществлять как на внутренний рынок, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Между тем, мероприятия программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по-прежнему не завершены в 4 муниципальных образованиях. В Ленске, например, не завершена реализация этапа 2015 года и не расселено 21 помещение общей площадью более 1000 квадратных метров. Однако завершение переселения планируется осуществить до конца июня этого года. Реализация этапа 2016 года не завершена в Нерюнгри, поселке Серебряный Бор и Тампонском районе, где не расселены 298 помещений общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Основной причиной затягивания сроков называют невыполнение подрядчиком своих обязательств. Завершить этот этап планируется до сентября этого года. Тем временем в Санкт-Петербурге обсуждают проблемы энергетики. Это крупная и важная отрасль в жизни страны. И в городе на Неве стартовал Российский международный энергетический форум. Какие проблемы в энергетике существуют и как их можно решить, выясняла Арсена Бурнашова. В этом году энергетический форум собрал на площадке экспофорума свыше 200 тысяч делегатов из 15 стран мира и более 10 тысяч посетителей. Это специалисты топливно-энергетической отрасли, руководители крупных предприятий и ведомств. В рамках форума развернулась широкая выставочная программа. Свою продукцию представили регионы России, а также компании из США, Европы, Индии и стран СНГ. Энергетика должна обеспечивать производство энергии путем преобразования первичной природной энергии на вторичную, например, в электрическую или тепловую. Традиционной и значимой отраслью в России является топливная энергетика. Именно ей на форуме и было уделено особое внимание. На пленарном заседании вместе с преимуществами добываемого сырья выявили и проблемы, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. На сегодняшний день 65% экспорта газа за рубеж зависит от того оборудования, которое мы делаем. По некоторым проектам должно быть 100% отечественного оборудования, вплоть до винтика. Вот у МРИНа должен быть свой отечественный даже винтик. Посмотрите по России, сколько проектных институтов сетевого и по генерации осталось. Да почти их нет. Нет проектировщиков, ни сетевиков, ни ТЭПов, ни в НИПИ. Нет. Энергетика в России – это одна из ведущих отраслей экономики государства. Но ввод новых энергетических мощностей сокращается. При этом износ оборудования станций достигает угрожающих размеров. На заседании также озвучили и другую проблему энергетического комплекса – высокую стоимость, куда включена и цена за модернизацию станций. Ежемесячная прибыль ветряной станции насчитывает 2 миллиона рублей, солнечной – 3. Когда обсуждали модернизацию, потребители говорят:
Почему же вы не делаете это за счет конкурентных механизмов? За 119 тысяч рублей в месяц невозможно модернизироваться. Это просто невозможно. И поэтому, соответственно, поэтому есть такие оплаты. 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей. Если бы мы с вами были не ограничены бюджетом, то мы платили 20 миллионов рублей, 30 миллионов рублей. Нам разве жалко? Конечно, нет. Но у нас все-таки есть задача, это оптимум экономической стоимости для потребителей. За прошедшие годы много идей, прозвучавших на форуме, были претворены в жизнь. В данное время остров стал вопрос развития энергетической отрасли путем полной модернизации ее объектов. Решение одно – нужно больше работать, искать новые схемы развития и реализовывать отечественные разработки. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Ну и говоря про возобновляемые источники энергии, стоит сказать, что Булонский район станет флагманом в этом деле среди арктических территорий. К началу осени этого года там завершат монтаж ветропарка. Строительство идет при участии японских специалистов. Основное оборудование доставят в летнюю навигацию. Об этом рассказал первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Николай Дураев. Он уточнил, что в Северном энергорайоне республики основу электроэнергетики составляют локальные источники малой генерации. В этом энергорайоне 144 электростанции, для которых ежегодно завозят около 70 тысяч тонн дорогостоящего дизельного топлива. Вероятно, появление ветропарка позволит снизить затраты на электроэнергию жителям района. А вот жители уже всей страны в скором времени смогут меньше платить за коммуналку. Размер расходов на оплату предлагается ограничить 15% совокупного дохода семьи. Законопроект об этом недавно поступил на рассмотрение в Госдуму. Сейчас в большинстве регионов предельно допустимая доля совокупных доходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг установлена в размере 22%. А в Якутии этот показатель уже снижен до 15%. Изменения ожидают и автолюбителей. Ответственность операторов техосмотров в России ужесточат, а осмотром автобусов вновь займется ГИБДД. Соответствующие законопроекты уже подготовили, сообщил журналистам глава госинспекции Михаил Черников. Добавим, что сегодня контроль над техосмотром транспортных средств осуществляет Российский союз автостраховщиков. В России впервые с 2013 года зафиксирован рост несырьевого экспорта. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе заседания Президиума Совета при президенте по стратегическому развитию. 2017 год стал важным в этой сфере. Впервые с 2013 зафиксирован рост. В цифрах это 22%. В годовом исчислении более 130 миллиардов долларов, сказал премьер-министр. Он объясняет эти показатели тем, что восстановились цены на ряд позиций на товарных рынках, а также поддержкой экспорта правительством России. Также добавил, что высокий рост экспорта сохраняется и в текущем году. Авиакомпания «Алроса» свяжет рейсами Мирный и Ростов-на-Дону. Самолеты будут отправляться в Мирный с промежуточной посадкой в Новосибирске. На линии будут работать лайнеры Boeing 737. Стоимость билетов начинается от 7600 рублей за перелет в Новосибирск и от 16100 рублей за перелет из Ростова-на-Дону в Мирный. Рейсы начнутся 13 июня. 28 апреля – это Всемирный день охраны труда. Этот трудовой норматив – важнейший аспект деятельности любого промышленного предприятия. Главное в работе – это охрана жизни и здоровья сотрудников. И никакие производственные планы, виды работы или трудовые рекорды не должны ставить их под угрозу. Соблюдается данный принцип и на Ленской нефтебазе, сотрудники которой регулярно проходят различные инструктажи, медицинские осмотры и изучают требования безопасности при любых видах работ. Руководством согласован план проведения работ охраны труда. Выделены на год средства порядка 5,5–6 миллионов, начиная от спецодежды, спецпитания работников подразделений, и обучение, соответственно, проведение медицинских освидетельствований ежегодно. Все те, кто проходит обучение дополнительно по видам специальностей, значит, эти средства также заложены в общую смету. Сегодня исполнилось бы 90 лет Тарасу Десяткину, основателю объединения «Якутзолото». В память о Тарасе Гавриловиче установили мемориальную доску на здании «Якутзолото». Он герой соцтруда, заслуженный металлург РСФСР, заслуженный горняк ЯССР. Внес большой личный вклад в развитие республики как видный общественный и государственный деятель. 2018 год стал важным в этой сфере. Впервые с 2013 года зафиксирован рост несырьевого экспорта. В 2017 году зафиксирован рост экспорта в цифрах это 22%. В годовом исчислении более 130 миллиардов долларов, сказал премьер-министр. Он объясняет эти показатели тем, что восстановились цены на ряд позиций на товарных рынках, а также поддержкой экспорта правительством России.
Для нас, родственников, сегодня, конечно, очень знаменательное событие. Сегодня 90 лет со дня рождения выдающегося представителя не только рода Десяткиных, но и всей якутской нации Тараса Гавриловича Десяткина. Его заслуги, так что не ограничивается признанием чертей нашей республики. Он признанный по всей стране и мире крупный горный инженер. В Якутске артисты балета проходят аттестацию. Оценивать мастерство артистов приехал балетмейстер Бурятского театра оперы и балета Марихира Евата. За кулисой аттестации наблюдала Саргалана Федорова. Отточенность в каждом движении. Артисты стараются доказать свою профпригодность, показать все, что дали им балетное образование и работа в театре. Они демонстрируют элементы классического танца, прыжки, вращения, адажио. Комиссия оценивает не только технику, но и артистизм танцовщиков. Ребята, конечно, очень обрадовались нас, потому что серьезно готовлено было и очень высокое уровне. Я надеюсь, что, как сказать, они местным якутянам дают счастье через своего прекрасного танца. Строжайшие диеты, колоссальный расход энергии, прохождение большой аттестации, издержка работы в балете. Век артиста здесь недолг, примерно 20 лет. Павел Необутов прошел путь от кардебалета до ведущего солиста. Всегда есть какие-то замечания, какие-то недочеты, над чем нужно поработать. Главное достижение – это чему мы, наверное, научились за тот промежуток времени, в который мы работаем. И сколько нам еще, чему нам еще предстоит научиться. Есть какие-то достижения. Я станцевал ряд партий, которые мне хотелось танцевать еще в училище. Есть ряд партий, которые я хочу станцевать еще. Тем временем девушки с волнением ожидают своего выхода на сцену. Специально разделили класс, чтобы показаться в полной мере. Надеемся, что мы достойно покажемся. После успешного выступления сильной половины труппы на сцену выходят девушки. Теперь они будут доказывать свой многолетний опыт работы на сцене. Каждое их движение наполнено грациозностью и силой. Все артисты прошли аттестацию на отлично. Их ожидает повышение категории и еще много прекрасного, но изнурительного труда. В новом сезоне в репертуаре труппы появится «Корсар» – балетный спектакль на приключенческую тему. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Таковы новости этого часа. Якутия-24 продолжает следить за развитием событий.